3 года большой войны. Россия признала провал. Зеленский готов уйти, а Путина отправили за решетку в Литве. На очереди Лукашенко. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Страшный просчет. Формула 3+10, по которой Россия начала войну против Украины, основывалась на фейковых данных. Кто слил в Кремль дезинформацию? Заявление о провале. Зеленский готов встать и уйти, но при этом назвал 2 условия для того, чтобы покинуть офис на Банковой. О чем речь? В Узбекистане меняют границы, под прицелом Самарканд. Детали. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Война РФ против Украины должна закончиться в этом году. Это задача, которую поставил Зеленский. И об этом говорят в Киеве в 3-ю годовщину полномасштабного вторжения. Уже в эти дни представители Украины продолжат вести переговоры с администрацией Трампа, несмотря на все резкие заявления со стороны американского президента. Накануне глава Офиса президента Украины Ермак заявил, что он вместе с министром финансов проводит переговоры с американцами. К тому же Ермак уверяет, никто не отказывался от сделки по полезным ископаемым, просто сейчас идет рабочий переговорный процесс. В Украине также заявили, что 3 года назад РФ собиралась взять Киев за 3 дня и еще за 10 дней погасить точки сопротивления в Украине. Но эта формула не сработала. Теперь же Москва признала провал, говорит Буданов. Російської Федерації усвідомило, яку страшну помилку вони зробили тоді в 22-му році. Чому страшну? Тому що вони визнали, що базувалися на абсолютно неправдивих даних. Це провал повний їх спеціальних і розвідувальних служб, які в свою чергу, скажімо так, базувалися на даних агентури, яка працювала тут в Україні. І по факту просто списувались величезні кошти на це. С самого утра в Киеве введены некоторые ограничения на улицах нескольких районов. В столицу прибывают иностранные делегации 13 стран. Однако ровно 3 года назад к Киеву приближались российские войска, которые были во многом разбиты в течение первых недель полномасштабного вторжения. Команда «Нехта» проанализировала, каковы же потери сторон за эти 3 года большой войны. Итак, согласно данным украинского генштаба, Россия потеряла практически 900 тысяч своих военных и десятки тысяч военной техники. Следует выделить отдельно самолетов и вертолетов, практически 700 единиц, кораблей 28 и даже 1 подводная лодка окончательно пошла на дно. И теперь детальнее о потерях в живой силе. Здесь, судя по всему, нет окончательных и очень точных данных. Однако вот что говорили разные источники. Зеленский в преддверии 3-й годовщины заявил, что Украина потеряла 45 тысяч своих военных, практически 400 тысяч получили ранения. Россия же, по версии украинского президента, лишилась 350 тысяч человек, и еще до 700 тысяч были ранены. Пропали без вести как минимум 70 тысяч. В НАТО тем временем по состоянию на конец 2024 года называли суммарные потери РФ и Украины. Генсек Рютте уверяет, что Киев и Москва потеряли убитыми и ранеными более 1 миллиона военных. При этом у РФ 700 тысяч погибших и раненых. Какое точное количество потерь Украины в НАТО не озвучили. Более катастрофические данные озвучивал Трамп. Делал он, кстати, это неоднократно за свои 34 дня нахождения в Белом доме. По версии американского президента, потери РФ в войне достигли 900 тысяч военных, а Украины 700 тысяч. Отмечу, что Трамп часто меняет эти данные. Более скромные подсчеты у изданий «Медиазона» и BBC. Они точно верифицировали и имеют фото или видео подтверждения того, что РФ бесповоротно потеряла 95 тысяч своих военных. Однако эти данные могут быть выше, уточняют расследователи. В свои подсчеты они включают также и мужчин с оккупированных территорий Украины, которые были мобилизованы в армию РФ и также погибли. Так вот, общие потери – это практически 250 000.
Киеве неоднократно говорили, РФ воюет за украинские ресурсы. Уже Москва контролирует территории, на которых находятся полезные ископаемые с суммой около 350 миллиардов долларов. Об этом накануне заявила министр экономики Украины Свириденко. Главком Сырский при этом считает, что задача Кремля неизменна – полная оккупация Украины. Но это невыполнимая цель. К тому же россияне до сих пор не контролируют Курскую область. Значимое событие этой войны – боевые действия на территории РФ. А вот недооценка Украины как противника стала одной из ошибок РФ в этой войне. Об этом в интервью «Нехта» заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, а сейчас военнослужащий сил ТРО Александр Мусиенко. Среди факторов, благодаря которым Украина смогла выстоять, он назвал следующие: самоорганизация и мобилизация страны, эффективное использование западных технологий, трансформация военных тактик. Кроме того, за 3 года вторжения были разрушены мифы о неуязвимости России. Украина дала возможность и разрушила мифы, которые существовали вокруг России, о том, что русская военная машина непобедима, о том, что нету равных, и о том, что если необходимо, дойдут до Ла-Манша, либо до Лиссабона, либо еще куда-то. Но мы видим, что 3 года полномасштабного вторжения Россия не выполнила задачи элементарные, которые перед ними ставили: захват Донецкой и Луганской областей в пределах административно-территориальных единиц. Это тоже показало украинское сопротивление. Литовцы посадили Путина в тюрьму. В Вильнюсе около бывшей тюрьмы КГБ выставили 3 макета Путина в тюремной робе. Военного преступника отправили в Лукишскую тюрьму, где сейчас находится музей. Таким образом, столица Литвы присоединилась к акции «Путин в тюрьме», во время которой макеты Путина заключенного перемещаются по всему миру. Напомню, что Путина, но фейкового, уже отправляли за решетку. В 2012 году в Ютубе активно обсуждали видео под названием «Арест Владимира Путина. Репортаж из зала суда». За 13 лет сгенерированное видео набрало 13,5 миллионов просмотров. Фамилия, имя, отчество. Владимир Владимирович. Национальность. Гражданин Российской Федерации. В марте 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Путина по запросу прокурора МУС Карима Хана. На данный момент в этом суде находятся и документы, а точнее доказательства, которые подтверждают причастность еще и Александра Лукашенко и его сообщников к военным преступлениям. Демсилы Беларуси добиваются выдачи ордера на арест Лукашенко. Напомню, именно он 3 года назад позволил российским войскам вторгнуться в Украину с территории Беларуси. К тому же он может быть причастным к незаконному вывозу украинских детей в республику. А какого наказания заслуживают Путин и Лукашенко? Как вы считаете? Оставьте свои варианты в комментариях. Зеленский готов уйти с поста президента, если это будет основным условием для мира в Украине, или же если страну возьмут в НАТО. Об этом он заявил накануне в Киеве. Президент Украины заявил, что за столом переговоров должны быть не только США и Россия, но и Украина, а также Европа. Кроме того, из Киева в Белый дом отправили сигнал: сделка должна быть выгодна и для Украины. Зеленский заявил, что изначально в договоре о редкоземельных металлах фигурировала цифра $100 миллиардов, а не 500. Я знаю, що у нас було 100. І це факт. І я не збираюсь визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувались. При всій повазі, ще раз, при всій повазі до партнерів, але я стійко стою, тому що це правдива ситуація. Абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Поясню чому. Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це чи не подобається? Я домовлявся з Байденом і домовлявся з Конгресом Сполучених Штатів Америки. Я вдячен Конгресу. Це була присутність 2 партій і підтримка грантів. Грант то не є борг. Украинский президент также уверяет, что не обижается на все заявления Трампа, в частности, на слова о том, что он диктатор. Напомню, что президент США говорил и о необходимости проведения выборов в Украине. В Киеве заявили, что выборы обязательно пройдут, но после отмены военного положения. Как вам такие заявления и откровения, которые касаются сделки с США? Что думаете о действиях Вашингтона?
Один из крупнейших городов Узбекистана меняет свои границы. Сенат Узбекистана дал зеленый свет на кардинальное преобразование Самарканда. Город на пороге крупнейшего в своей истории расширения, которое обещает не просто изменить его лицо, но и кардинально улучшить жизнь его жителей. Итак, в планах строительство гигантского бизнес-центра и жилого комплекса прямо на берегу реки Заравшан. Общая стоимость проекта оценивается в астрономические $10 миллиардов. Реализация проекта создаст 50 тысяч рабочих мест, что даст мощный толчок для экономики региона. Самарканд не только преобразится внешне, но и станет магнитом для туристов и инвесторов со всего мира. Расширение границ города обещает поднять качество жизни на новый уровень. Местная пресса пишет, что сенаторы единогласно поддержали это нововведение, подчеркнув его значимость для будущего Самарканда. Друзья из Узбекистана, а что вы думаете об изменении границ и расширении города? Пишите в комментариях. Китайцы модернизировали человекоподобного робота. Эта двуногая машина теперь не только умеет бегать и лазить по лестницам, но и проводить электрические осмотры. Весит Тяньгунь всего 43 килограмма при росте 163 сантиметра. При этом его грудная клетка отныне вмещает еще больше батарей и вычислительной мощности. Робот поставил даже личный рекорд, преодолел 134 ступеньки и тем самым стал первым роботом, который смог это сделать на открытом воздухе. Тяньгунь спокойно справляется с задачами по электротехническому анализу и исправлению ошибок. И, кстати, отлично бегает по снегу, что также подчеркивает его уникальность, говорят разработчики. Нам необходимо поддерживать высокочастотное обновление визуальных данных в пределах 50 миллисекунд. Будут сотни, а то и тысячи роботов. И оптимизируя и улучшая наши алгоритмы, мы можем внедрять эти улучшения в физических роботов, что позволит им обладать отличным восприятием и мобильностью. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.